Так, всем привет! Я сейчас еду в машине с одним замечательным человеком. Это вот Илья Полешко. Меня зовут Дмитрий Михайлов. И сейчас мы в данный момент едем на тренировку по американскому футболу. Это получается самая северная команда, это раз, да. И второе, самое интересное, то, что это женская команда. Так, ну что, мы прибыли на место. Илья, что сейчас происходит? Сейчас происходит небольшой рабочий момент. Мы вычищаем мусор из нашей клетки. Сейчас будут одеваться несколько девочек, нужно померить пробник Джерси. Все, разминка закончена. Илья выдает уже, собственно, саму защиту. Сейчас, походу, начнется экшен. Хорошо, начинаем наше небольшое блиц-интервью. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Лия Тихонова. Спасибо. Я как эта звезда в свете софитов. Я член команды женской сборной по американскому футболу «Хаски». Как давно занимаешься? С прошлого года, с октября. Хорошо, ясно. Как ты вообще попала в команду? То есть по своему желанию кого-то пригласил, позвал? Ну, меня, конечно, силой притащили, я не хотела. Я шучу, нет, конечно, по собственному желанию. Я давно мониторила, ну, как бы то, что у нас развивается такой спорт с прошлого года. Как бы мы второй состав, и, ну, сборная, которая была до этого, она уже распалась, ну, к сожалению, по каким-то причинам. И мы, вот, получается, второй состав, и вот, ну, я узнала об этом позже, потому что они распались, и присоединилась к новому. Ага, то есть вы пытаетесь сейчас возродить команду, правильно? Нет, это уже абсолютно другая команда. Мы собираемся, мы не возрождаем. Ну, как... Ага, ясно. Тогда такой вот вопрос довольно-таки быстрый. Какие качества человек может приобрести, занимаясь таким видом спорта? Ну, во-первых, ты, конечно, можешь научиться тому, как правильно носить шлем красиво. Вот. Нет, ну, главное качество, которое ты можешь приобрести, занимаясь этим спортом, это выносливость, во-первых, да, и, во-вторых, это, не знаю, скорость, ну, зависит от той позиции, которую ты вообще занимаешь в команде. Ну, сила воли, конечно, воля к победе, характер у тебя закаляется, и, ну, непосредственно, кстати, ум очень важен, потому что комбинации постоянно придумываются для того, чтобы играть, и, как бы, это дело такое, не среднего ума, я скажу. Ага, наверное, часто слышишь о том, что это, типа, не женский вид спорта и так далее. Что ты на такое отвечаешь обычно? Ну, много не женских видов спорта, там, бокс, я не знаю, другие разные виды. Просто американский футбол, он вообще не популярен, как бы, и в России в целом, не только в нашем регионе. Ну, как бы, мнение бытует, но, как бы, пусть бытует, мы развиваемся. Ага, ясно. А не тяжело вообще физически, как бы, вот этим заниматься? Ну, это занимает у меня достаточно много времени. Ну, нет, хотя нет, не занимает много времени. Просто я об этом часто думаю, и в целом, ну, как бы силы там и так далее, но это же спорт. В любом виде спорта ты прикладываешь какие-то физические ресурсы, необходимые для развития. Ага, ясно. Ну и, наверное, уже последний вопрос. А какие вообще дальнейшие планы у команды? Какие дальнейшие планы у команды? Ну, это, на этот вопрос, наверное, лучше ответит наш тренер, так как у нас пока еще не полный состав, мы еще ждем наших, как бы, сестер в нашу семью. И, ну, в дальнейшем, я думаю, что мы выйдем на какой-то
межрегиональный уровень, будем играть и побеждать, надеюсь. Тогда еще вот под конец хотел бы услышать обращение к Обращение? зрителям. Да. Это как типа в Польше есть, типа «Привет, мама». Да, можно и так. Нет, на обращение это призыв, да. Нет, девочки, все нормально, короче, можете прийти с нами заниматься. Мы занимаемся 3 раза в неделю, активно, ну, на постоянной основе 2 раза в неделю. И это не так, как кажется на самом деле. Ну, как вы думаете, это не то, что вы себе представляете. Нужно прийти и попробовать действительно, чтобы понять, насколько это крутой вид спорта реально. Окей, спасибо, отлично. Так, ну у нас прошла тренировка. В конце я даже брал интервью у члена команды. Там уже даже выключили свет, там подсвечивали телефоном. И вот, Илья, расскажи, что у нас, собственно, сегодня было. Сегодня у нас была контактная тренировка. То есть девочки изучали технику блоков, технику защиты, да, мы отрабатывали линии нападения и, соответственно, защиты, то есть как должны эти игроки работать. Параллельно отработали движение квотербека. Ага, ясно. И я хотел спросить, как вообще вот эта команда зародилась, если вкратце. Вкратце, команда зародилась 5 мая 2018 года. Она на тот момент просуществовала полгода. Потом у них произошел некий кризис в команде, после чего команда распалась. И в прошлом году, 15 октября 2019 года, я предложил свою кандидатуру в качестве тренера, девочки согласились, и началась некая такая реорганизация. По факту с прошлой команды практически никого не осталось, и все, кто были сегодня на поле, это все новенькие члены команды, которые сейчас активно изучают технику, активно изучают игру, стараются и хотят добиться успехов в этом спорте. Ага, ясно. А как вообще ты к этому спорту сам пришел? Меня изначально позвали примерно в 2014-2015 году. Случайно меня увидели, пригласили, типа, приходи, попробуй. Но у меня не было такой возможности. И буквально в 2017 году, если не ошибаюсь, и даже в 2018, мне захотелось чего-то командного. Я устал заниматься в тренажерном зале, да, мне стало скучно. Я вспомнил про американский футбол. Я пришел, на меня посмотрели, мне сразу сказали: о, да, ты нам подходишь, чувак. То есть, заходи. Я начал этот спорт изучать, но изначально я шел туда с мыслью, что это грубый спорт, контактный, да, нужно поплескать тестостероном, ништяк. Но чем больше его изучаю, да, изучал тогда, тем больше я в него влюблялся, там сколько нужно мозгов. То есть ум там немаловажен. Каждую секунду ты должен уметь менять свою тактику в зависимости от того, как работает твой противник. Это очень умный спорт. У него огромное количество правил. И сейчас для меня это уже часть жизни. Ага, ясно. Так, сейчас вы в каком режиме занимаетесь и как вас можно найти? У нас проходит 3 тренировки в неделю. То есть вторник, четверг, суббота. Вторник и четверг мы занимаемся в Дахсуне на 3-м поле в 9:30 вечера. Вторник у нас тренировка идет на выносливость, на ловлю, да, то есть мы разрабатываем наши легкие, наши быстрые ноги, да, все. В четверг это уже идет контакт, да, мы работаем на ударную технику. В субботу у нас проходит доп-тренировка в 7:30 утра, также в Дахсуне, да, это может быть 3-е, может быть 2-е поле, там по ситуации. И там мы отрабатываем наши недостатки за неделю. Нас можно найти в Инстаграме, группа Якутин Хаскис. Хорошо, спасибо. Пожалуйста.